Фундамент. Клиренс большой. Давай туда. Ярыл. Расстояние должно быть примерно 2-3 метра между лошадьми. 2-3 метра. Футбольный мяч на равно. Наша цель, то, что мы здесь собрались, это общение с нашими сыновьями. К великому сожалению, в последнее время у нас растут, не скажу все, конечно, но большинство сыновей, наверное, неправильное воспитание. Мы им очень мало внимания уделяем, они больше поддаются влиянию интернета, и это неправильно. И очень у нас сейчас мало желающих служить нашей Родине. И очень много мужчин, которые отказываются кормить своих детей после разводов. Очень много мужчин, которые сдают своих родителей в дома пожилых. Я с этим сталкивался много раз, я с этим занимаюсь, я считаю это ненормальным. И нужно с детьми заниматься, особенно с сыновьями, потому что мужчине, сыну только может дать воспитание – это отец. То, что мы сегодня здесь, это один шаг, чтобы общаться со своими детьми, может быть, не в городской среде, а вот здесь, в природе. Все трудности самому мы двоим преодолеть. Так что идем на конный тур. Все вместе. Ура! Приехал туда со своим сыном Тимуром. Мы очень рады, что участвуем в этой мероприятии, потому что это республиканское мероприятие. И это мероприятие оказывает очень большое внимание на воспитание будущего поколения, потому что в настоящее время наши дети получают воспитание только через интернет, а семейного воспитания у нас мало. Именно показали вот этот лук башкирской полки, когда вошли в Париж, именно вот этими луками. Вы не думайте, допустим, у монголов, у казахов, киргизов, у калмыков хуже. Нет. В чем отличие? Почему? Вот именно французы, а почему башкир боялись? Северного Амура мы называли. А башкиры у них как? Убойная сила 150-200 метров. А так за 300 тоже можно спокойно. И за минуту стреляли, пускали стрел 10, более 10. Меня таим журналист. Ол һәркөн эшкә бара. Көне төне эшләй. Мин мәктәптә укыйм. Мостай Кәрим исемендәге 158-нче гимназияда укыйм. Әлеге заманала бед атайлар вакытыбызды кайда үткәрәбез? Эштә. Иртән сыгаһың эшкә, төнен кайтаһың, бигрәк тә бул удаленка булгас, көне төне эштә компьютер эргәлә булды икән. Ошо стресс, тыгыз вакыт осырында әлбәттә балаларга ла, гаиләгә лә игътибар бүләргә кирәк, вакыт бүләргә кирәк. Һәм ошондай турдар, ял көндәре турдары әле Башкортостанда беренче тапкыр оештырыла. Бындай сара Иманым Камил был давам да иттереләсәк, һәм кәрәк тә ул. 1-2 көн балаң менән, улың менән бергә үткәреп, табигать косагында, интернет булмаган ердә рәхәтләнеп, һөйләшеп, бергә вакыт үткәрергә кәрәк. Первый раз я в деревне у дедушки там на лошадях катался. Он меня учил там. Так я пока еще не боюсь. Я умею кататься, быстро умею. Это как бы излюбленное из детства как бы вид спорта для меня, потому что я на лошади вообще с 8 лет, по-моему.
Вот так получилось. И на Сабантуях участвовал с 13 лет. Вот. И когда услышал, то сразу, конечно, был, согласился, был рад. Потому что таких мероприятий, на самом деле, нужно проводить, на самом деле, больше. И хочу вот поблагодарить Бектура Закировича за то, что вот, он продвигает такие мероприятия, направленные на поддержку мужчин. Поддержка в чем? То, что надо пробудить, чтобы они немножко активнее были. Потому что, на самом деле, вот я замечаю то, что на собраниях мало мужчин присутствует, на школьных собраниях. Еще всякие мероприятия. У нас в основном очень много женщин. Я вот последний раз, когда был на собрании весной школьном, нас двое только был мужчин. Остальное, весь зал полностью был забит, полностью женщины находились. То есть это, я думаю, это неправильно. Мужчина должен активно участвовать не только в воспитании сына, но и дочерей также, посещать такие мероприятия, быть активнее. Ну и я думаю, как бы полезно будет собираться вот так и обсуждать какие-то моменты, поддерживать советами, потому что вот у нас, так, конечно, сейчас на сегодняшний день наболевшая тема, проблема, это то, что многие у нас мужчины уезжают куда-то на севера или еще какие-нибудь далекие края на заработки. То есть можно чем-то подсказать, как вот открыть свое дело, либо самозанятость. Такие очень, возможностей много на самом деле, просто многие не хотят, боятся. Можем как бы посоветовать, поддержать. Много примеров, когда из-за этих далеких расстояний многие семьи как бы распадаются. И вблизи, и знакомые у нас есть, то, что все мы это видим, и это не есть хорошо. Атай, мен тіл алмайым. Yürümeyim dedi. Yürüp karanına korktu. Karanı. Burka ne? Tutulmayız. İnternet ölüp çıkıyor. Yara. Bunda geç aylaktan yürüp karanı. Алло, Хаума. Давай, туда. То, что на лошадях сегодня скакали. Не передавайте словами. Да. Сына достался такой рысак, да, который, среди всех, наверное, мне кажется, был такой, да, резвый, да. После конного тура меня вдохновило купить лошадь, так как никогда не катался на лошадях, и я захотел побольше. Как сказали нам, то, что конь – это путеводитель мужчины. Я хотел бы предложить своему отцу купить мне, нашей семье лошадь, чтобы она стала нашей частью семьи и была верным другом, как когда-то наша собака. И все. Я последний раз, наверное, катался в детстве. Раньше я вырос в деревне, и в деревне лошади у всех были. Для меня это обычно. Я так думал. Да, сейчас я сяду, оказывается, все это забывается. Я после этого, наверное, не катался, я сейчас вот не могу вспомнить, да, чтобы когда-то я катался после детства. И вот всегда как будто я вернулся в детство, да, вот катался, и параллельно я чувствовал ответственность, я старался ее пускать вперед, смотреть, чтобы там, все-таки я знаю, что он первый раз и на такое дальнее расстояние, ответственность я чувствовал, конечно. И эффект толпы, если даже кто-то, например, отдельно, может, он, конечно, не сел бы, да, а здесь уже эффект толпы работает, раз все пошли и вот все сели и поехали, поэтому впечатление, конечно, хорошее. И когда вот еще массовость, да, там сразу 20, это, конечно, это впечатления такие, очень. Еще плюс природа. На гору поднялись, там такой же пейзаж, так, природа, там места открываются интересные, поэтому это было очень круто. Очень круто было.
Это вот было трудно подниматься на гору в эту. Это хребет Каркатау, около 800 метров его высота. Местами, конечно, даже приходилось идти пешком. Сейчас тоже будем спускаться, будем лошади возьмем, потому что им будет сложно. И, конечно, это вот как награда, то, что мы поднялись, и такой здесь красивый вид, это, конечно, неописуемо. Здесь надо быть, чтобы все это почувствовать. Вот это красота нашего Башкортостана. И многие же об этом даже не знают, что такое есть красота. И основное – это сегодня отцы со своими сыновьями. Они идут вместе. Мы сегодня будем вместе играть игры, вместе с лошадьми смотреть. И я вот вижу на глазах у ребят искорки, они просто очень довольны. Я считаю, что очень хорошо получилось. Надо с сыновьями надо общаться, надо время провести вместе побольше, потому что всегда работа, всегда беготня, и мы, к сожалению, я на том числе, не всегда можем уделить должное внимание своим сыновьям, потому что сыновья должны расти настоящим мужчинам. Для этого их нужно с собой брать, надо им рассказывать. Вот сегодня очень много мест таких исторических здесь будем. Вот то же самое, вот здесь рядом находится Бейиштау, где там скрывался Бейиш Батыр. Про него есть башкирская народная песня. Поэтому, мне кажется, все хорошо, очень здорово. Все рады, все довольны. И это будем продолжать. Это идеально, мне кажется, на природе, тем более верхом на лошади. Это же у нас в крови, у башкиров. Мы же издавна, наши предки, это верховой ездой занимались. И наша природа, понимаете, тут вот, когда мы здесь, особенно в Бурятском районе находимся, это тут как будто пробуждаются наши вот эти, наших предков, вот эти все запахи трав. Тут столько красивых мест, неописуемые. Самое красивое место, мне кажется, это вообще во всей планете, это наша Башкирия, наш Бурятский, тем более, район, да. Мы каждый год практически посещаем, вот Шульганташ, еще Мурадыновские всякие, много. Стараемся как бы туризмом заниматься, везде побывать, в первую очередь, на нашей родине, в Башкортостане. Вот. Много где еще не были, но все в планах пока впереди. Папа на бреющем. Я за него больше боюсь, конечно. Но еще бы. Я тут немножко был, ездил, а он-то первый раз. Он в парке круг делал там, ну это как бы не считается. Когда вот за узды ведут, а когда сам на лошадке, конечно. Она еще и рысью пускается, так еще уп. Говорят, даже она выиграла соревнования какие-то в молодости. Ну, резвая, классно. Посмотрю, конечно, за ним. Что, блин, страшно все равно. Необычно для городских жителей. Впечатления против хорошие. На горе немножко холодно, я закрылся капюшоном. А так в целом хорошо. Если конь будет понимать тебя, то поездка будет просто хорошей. Просто отличный. Первый раз, когда он поскакал, то было не очень страшно, немножко. Вот, но я просто держался за седло. Потом, когда у меня хватило смелости его остановить, я сказал ему «р» и все. А так, в целом, когда он бегает, то я уже понял, как именно нужно садиться, чтобы не отбивало заднее место. Все, давай. Куда? Я очень рад, что я сына мог сегодня привезти сюда, оказаться вместе с ним. У меня отец 83 года, сегодня у него день рождения, кстати. Я отцу сказал, на следующей неделе приедем, это мы отметим, а сына я не пропущу такое мероприятие, потому что заранее обещано уже было. И у меня младший сын на первый класс пошел. Я считаю, видев в брате такой пример, да, наверняка это будет большой для него стремление, да. Протяженность 2500 метров. Вот этому дереву более 500 лет, мы посчитали по кольцам. Не хочет, есть какие-то угрозы, что ты ее увидишь?
Это мы так высоко забрались, да, получается? Это вот те две горы, там на одной были? Да? Похоже, да. У нас дальше, вот где Саргинский видит, вот туда, вот где горы. Меня бүгінгі күн ақшаны мен бүгін яңа дос таптым, оны Абдулазиз деп атала. Мен бүгін аттай яраманым, сөнки қорқтым. Мен бүгін фотографировать итәргә өйрәндем. Совет мужчин именно объединяет тех людей, которые готовы, во-первых, показать своим личным примером. Вот все, кто сегодня присутствовал, они личным примером показывают уже своим детям, как нужно поступать, как нужно преодолевать препятствия. Это маленькая часть. То есть мы не останавливаемся. И благодаря Зариту Акировичу, его идеям, мы будем продолжать данную идеологию. И, в принципе, та задача, которая была поставлена на эти дни, она достигнута. Вот показать детям, как можно обращаться с лошадьми, как можно жить на природе и как общаться среди мужчин. То есть, как бы, самая лучшая школа, на самом деле, одной из лучших школ, я считаю, это все-таки армия. На личном примере, да, потому что это узкий круг мужчин в течение года, двух, полтора лет, у всех по-разному. И здесь то же самое. Вот мы 2 дня с детьми, которые от 10 лет до, по-моему, 18 по положению, могу ошибаться, конечно, может, 17 лет. И вот они уже живут среди мужчин, они смотрят, как мужчины поступают, как мужчины ведут себя. Ну и какие-то положительные, я думаю, надеюсь, что эмоции только впитывают. Бұл сара бекта бүгінгі бізге оқшаны. Бөрен районында біз біріншіге болған бұлманы. Олыммен ешіттік та осы сараға келдік. Біз олыммен достарса ешейбіз, бірге ешлейбіз. Каникул вақытында менің мен икенче эшкә подработка дип әйтер, калымка ердек. Үзенең хыялын тормышка ашырды, үзенә телефон сатып алды. Миңа рәхмәттәр укый, атай рәхмәт, мин һинең менән йөреп эшкә өйрәтәм. Киләчәктә миңа эш тотып эшләү еңел булачак дип үзе һөйенеп улым шундай направление барайын. Бұл күні әлбетте оқшаны біріншіден программа от и до төтілгеніне. Ертен заездтан, шол торжественное открытие построения, ат маршруты, ғыбайлы маршрут, шунан еяу тауға менеу. Бүгін олым уқтанды атып қараны, Алла ертеге ярыштарда да қатнашасақпыз. Ертеге уқтан атау, суқмар ташлау, арқан тартышу, хымақ ярыштар боласақ. Вообще, если вот отталкивать сегодняшнего дня, это будет не последнее наше мероприятие. Мы будем еще организовывать, будет также забег отцов и сыновей. Суть будет заключаться основной цель в том, чтобы будут победить те, кто придут на финиш вместе, или кто последний, для того, чтобы они друг друга поддерживали. Так ведь даже на лошади, вот вчера я обращал внимание, и сегодня они вот
отцы все равно за своим сыновьями приглядывают, смотрят там, и как-то им пытаются поддержать, помочь. Это здорово, в этом и заключается вот такое единение. О. Как фамилия? А я Олгинен лучше стреляет, слушай. Ака автомат тугр, брат. Отцовское воспитание, вот если я возьму по своему отцу, то есть воспитывала мама, понимаете, да? Но мы видели пример отца, но он никогда не говорил нам, вот вам пример, вот вам вот это вам. Ну, он никогда не говорил. Мы видели это все, а воспитывала мать. Опа. Своим примером это основное. Больше можно даже никак не говорить ничего. Если показываешь, этого вполне достаточно. Вот мы с сыном вдвоем практически вот дом достраиваем и крышу вместе с ним кроем. И все дела он как бы уже давно знает, умеет пользоваться инструментами. Также и средний сын помогает. Ну, мы как бы стараемся все делать своими силами, не спеша. Вот. Главное, чтобы был результат, и они как бы учились в процессе. Ну, вот у меня отец, он заботится обо мне, поддерживает, когда у меня соревнования там по кикбоксингу. В школе все говорят, то, что он певец был, певцом был. Говорят, чтобы я тоже участвовал и пел. Ну, вот. Я хочу быть как отец, чтобы я пел, был там веселым. И еще кадр. Я ведь воспитан в деревне по, наверное, традициям, башкирским традициям. И, соответственно, конечно, для нас отец — это все. Отец сказал, это обсуждение не подлежит. Воспитание — это значит мужественность, не бояться банальных вещей и также пытаться добиваться каких-то высот. Улыбаемся на меня. Ну, вы туда собирались сегодня, да? Нет. Мне нравятся в отце черты характера, типа трудолюбивость, небоязнь трудностей и смелость. Я за Урал не переживал, я даже за ним не присматривал, я присмотрел за другими, кто там плохо держится, потому что, в принципе, Урал не первый раз держится, но я знаю, что Урал, если он взялся, он все равно дойдет до цели, и ничего там, то есть как бы абсолютно для него невозможного нет. Мы бегаем с ним иногда в Уфе по 10 километров, он от меня не отстает, он даже иногда мне не дает обгонять, он, в принципе, уйдет, и все, я только за ним держусь. В принципе, он молодец. И сегодня он же занял призовое место по метанию сукмара, то есть он тоже такой парень, он развитый, он занимается спортом активно. И, кстати, сегодня же была командная стрельба еще от Софьи сыновей, но он лучше меня стрелял. И на луке лучше стрелял, и из ружья. Это я признаю, потому что он занимается, он лучше меня. Это нормально, когда дети лучше тебя. Все это завершим. Опа. Давай, рядом, давай, назад, давай. Чуть-чуть поближе, есть? Еще поближе. Во. Давай. О. У меня папа часто в командировки ездит, а когда приезжает на свободные дни, мы стараемся все равно вместе как-то время проводить, где-нибудь гулять в городе, или там дома чинить какие-нибудь, во дворе убираться. Ну а так у меня уже не такой возраст, чтобы постоянно внимание папы. Как бы, ну все равно не хватает немножко. Мы с отцом вместе бегаем по утрам, занимаемся спортом. В дворе иногда гоняем футбол.
баскетбол, волейбол, с семьей любим. Купаться ездим. Купаться ездим летом. Зимой у нас лыжи. Я занимался хоккеем. Мой отец, Рамис Рифович, он меня возил по утрам, к 6 утра на хоккей. Ждал меня, отвозил в школу, а потом ехал на работу. Спасибо ему за эти 4 года, 4,5. Спасибо. Умничка.